Неподалеку от башенного комплекса Верхний Оздик сотрудники Джейрахско-Асинского музея-заповедника обнаружили 7 ранее неучтенных усыпальниц. Находка была сделана в рамках проведения плановых работ по выявлению объектов культурного наследия на территории региона. Некоторые из строений обвалены, другие, напротив, сохранились до наших дней в достаточно хорошем состоянии. В скором времени найденные усыпальницы будут внесены в перечень объектов культурного наследия Ингушетии. Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает до 1 сентября 2025 года действие упрощенного порядка подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов, а также национальных и межгосударственных стандартов при ввозе ее из-за границы или выпуске в обращение на территории страны. Речь идет о товарах, которые ранее требовали прохождения процедуры сертификации, занимавшей много времени. Напомню, в марте 2022 года правительство разрешило использовать производителям и экспортерам таких товаров упрощенный порядок. Правительство обсуждает новый подход к госуслугам, чтобы портал предоставлял не отдельные сервисы, а помогал сразу решить жизненную ситуацию, рассказал вице-премьер России Дмитрий Григоренко. Он объяснил, что в среднем одна жизненная ситуация – это 20 услуг. На текущий момент в цифровом виде на портале выведено почти 1500 услуг. Им пользуются 110 миллионов человек. По его словам, все услуги нужно переводить в жизненные ситуации, делать их проактивными и удобными. Этим мы сейчас и занимаемся, сообщил вице-премьер. В октябре зарплаты проиндексируют 2 миллионам россиян. Индексацию прописали еще 2 года назад в законе о федеральном бюджете на 2023-2025 годы. На повышение зарплат в текущем году выделили 359 миллиардов рублей. Таким образом, с 1 октября зарплата сотрудников тех организаций, которые финансируются из федерального бюджета, вырастет на 5,1%. Среди них работники вузов и школ, медики, ученые, госслужащие, гражданский персонал воинских частей. Новые национальные проекты «Семья и кадры» будут представлены общественности в результате работы над замечаниями в сентябре, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котюгов. Министр отметил, что корректировки подверглись линейке показателей с учетом объема финансирования, будут включены дополнительные мероприятия, сделана более точная связь между национальными проектами. Новые нацпроекты начнут действовать с 1 января 2025 года. Депутаты Госдумы предложили Кабмину рассмотреть меру поддержки многодетным семьям переселенцев в виде единоразовой выплаты в 450 тысяч рублей. Авторы законопроекта отметили, что предложили коллегам из правительства рассмотреть такую меру поддержки многодетным семьям переселенцев. В Ингушетии открыт прием заявок на участие в 10-м юбилейном международном кинофестивале «Золотая башня». Об этом объявили Минкультуры России, Союз кинематографистов и кинокомпания «Ингушкино». Цель фестиваля – поощрение и поддержка талантливых кинематографистов. Это отличная площадка для обмена опытом и вдохновением. На конкурс принимаются фильмы, произведенные не позднее 2020 года в номинациях «Полнометражный игровой фильм», «Короткометражный», «Документальный фильм», «Лучший северокавказский», «Лучший ингушский» и анимационный фильмы. Прием заявок продлится до 20 октября.